депутаты приглашенные. По проекту решения Иркутской городской думы вносятся изменения в части предоставления налоговых льгот по земельному налогу. По установлению льготы физическим лицам, пострадавшим в результате паводка в 2018 году. На территории городского округа города Иркутска от негативного воздействия водных объектов в ходе весеннего паводка пострадало 39 земельных участков физических лиц, в том числе на территории промышленного округа 20 единиц, в селе Пригородное 4 единицы и в селе Табага 9 единиц, в кадастровом наследии 6 единиц. По данным налогового органа, общая сумма выпадающих доходов местного бюджета городского округа города Иркутск составит 8079 рублей. Налоговая льгота будет иметь социальный эффект. Высвобождаемые средства поступят в качестве дополнительного источника частичного покрытия расходов на возмещение ущерба, причиненного в результате стихийного бедствия. По установлению льгот в отношении земельных участков, занятых под муниципальные кладбища. На территории городского округа города Иркутск уполномоченной службой является муниципальное бюджетное учреждение специализированная служба по вопросам охранного дела «Ритуал» городского округа города Иркутск. Всего на территории городского округа имеется 12 земельных участков, занятых под кладбищем, с общей площадью 191 га. Исчисленная сумма земельного налога по ним составляет 2,5 миллиона рублей. В настоящее время МГУ «Ритуал» на праве постоянного пользования передано 3 земельных участка. Под кладбище это Вилюйская Маганская птицефабрика с общей площадью 177 га. Исчисленная сумма земельного налога по ним составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей. Ранее земельный налог не исчислялся, так как часть земельных участков под кладбищем находились в казне городского округа, часть считались бесхозными и, следовательно, выпадающие доходы местного бюджета отсутствуют. МГУ «Ритуал» осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием, которое предоставляется из средств местного бюджета в виде субсидий. Целью установления налоговой льготы является сокращение встречных финансовых потоков. Таким образом, сфера организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения является непосредственно полномочиями органов местного самоуправления. Соответственно, данной льготой может воспользоваться специализированная организация, которая имеет земельные участки, переданные им на праве постоянного бессрочного пользования под кладбищем. Спасибо. Какие будут вопросы, уважаемые депутаты? У меня вопрос. У нас налоговая льгота на какой период? На сколько она 18 год? По баллу? По баллу, да, за период 18 года. Следующий год, то есть, да. По кладбищам? По кладбищам Еще вопросы? Будут ли выступления? У вас вопрос? Выступление, пожалуйста, Ильич. В прошлом суде возникло ряд вопросов по деятельности похоронного учреждения, «Ритуал», в части налогов, эффективности и так далее. Поэтому я хотел внести протокол нашего заседания, чтобы подготовить информацию вообще о финансово-экономической деятельности, стороне деятельности МГУ «Ритуал». Также возникал вопрос о согласии ли жителей села Владимировки о том, что там будет на их территории новое городское кладбище. По этому вопросу я лично не в курсе, поэтому хотелось бы вообще на самом деле, да, такой деликатная сторона дела, конечно, то, что на территории города Иркутска выделяются новые неуязвимые кладбища, конечно, да, количество жителей все увеличивается в городе, соответственно, будет увеличиваться и количество умерших, соответственно, надо будет увеличивать территории под кладбищем. И я считаю, что рано или поздно, наверное, встанет вопрос о том, чтобы мы, возможно, в ближайшее время должны будем рассмотреть вопрос о формах, допустим, захоронения. Как вы знаете, что в Российской Федерации есть различные формы захоронения, да, соответственно, законодательства, какие-то
кремации, допустим. Я не знаю, вот, ну, готовы ли мы сейчас к этому вопросу подойти, но в принципе я считаю, что рано или поздно этот вопрос должен быть возникнуть, потому что ну, не может быть, что все пригороды города Иркутска будут в скором времени заняты, ну, вот, кладбищем, что не есть правильно. Поэтому, ну, это чисто лирическое отступление мое, да, а в части вот финансово-экономической деятельности при учреждении ритуала я бы хотел это, чтобы такое поручение было дано. Спасибо. Большое спасибо. Есть еще выступления? Уважаемые коллеги, выступлений больше нет, спасибо. Не знаю, садиться. Какие будут предложения по данному проекту решения? Поступило предложение принять в целом, ставлю на голосование принятие проекта решения в целом. Решение принято. Приступаем к рассмотрению третьего